здоровом теле здоровый дух. Этот громкий лозунг знает каждый житель нашей страны. Ведь спорт играет важную роль в нашей жизни. В 1939 году указом Президиума Верховного Совета СССР был введен праздник День физкультурника. С тех пор он отмечается ежегодно каждую вторую субботу августа. Его празднуют все, кто имеет отношение к спорту. В этот день в Сосногорске прошли спортивные мероприятия и показательные выступления спортсменов города. Всех, кто собрался на стадионе «Гладиатор», поздравила с праздником руководитель отдела физкультуры и спорта администрации Сосногорска Ольга Зверева. День физкультурника отмечается в России очень давно. И это не просто слова, это гордость за нашу страну, за то, что мы есть самая здоровая, самая ответственная, самая активная нация в мире. Мы здоровые, мы красивые, мы счастливые и работаем и трудимся на благо нашей страны. Спортсмены, сделавшие весомый вклад в развитие физической культуры Сосногорского района, были награждены почетными грамотами за многолетний и добросовестный труд. Награды вручил председатель Совета муниципального района Сосногорск Андрей Терентьев. От всей души поздравляю с праздником физкультурника. Ведь это праздник сильных, целеустремленных людей. Для того, чтобы связать свою жизнь со спортом, нужно иметь твердый характер, мужество, ну и большое желание заниматься, как у всех у нас, я уверен. Для начала общая зарядка. Ведь перед тем, как приступить к основным занятиям, следует хорошо размяться. После был дан старт велопробегу для школьников. А в самом спортивном комплексе «Гладиатор» в это время начались соревнования по шахматам и шашкам. Самым интригующим мероприятием Дня физкультурника стал баттл между сотрудниками полиции и спасателями. Представители МЧС и МВД Сосногорска состязались в сдаче норм ГТО. Желание есть такое – посоревноваться, выяснить, кто же все-таки сильнее. Вот. Ну, было бы странно, если бы сотрудники полиции уступили бы сотрудникам МЧС, потому что силовые структуры, они и есть все-таки силовые, ну, должны быть все равно спортивные. Держать себя в спортивной форме для сотрудников данных отраслей – это неотъемлемая часть их профессии. Ведь это как раз те самые люди, благодаря которым наши жизни находятся в безопасности. Заниматься спортом для нас – это как бы условие нашей профессии, так как всегда очень сложные ситуации бывают, в которых нужно применять какие-то особые навыки, силу, физическую выносливость. Работаем там и ночью, и утром, и днем, поднимают всегда, поэтому спорт для нас – это основная часть нашей жизни. Без него нам никак, поэтому стараемся, выбираем время, находим, все занимаемся каким-либо видом, развиваемся. В этот день почувствовать себя на коне можно было и в прямом смысле слова. Такую возможность всем желающим предоставил конно-спортивный клуб «Фортуна». Каждый смог не только прокатиться верхом и почувствовать себя настоящим наездником, но и узнать, что заниматься таким видом спорта очень полезно для здоровья. Конный спорт полезен для координации, для ловкости, работают все группы мышц. Праздник спорта в Сосногорске получился насыщенный. Каждый смог найти для себя что-то полезное и интересное. Отметили День физкультурника и в поселке Нижний Одес. На территории физкультурно-оздоровительного центра «Нефтяник», несмотря на ненастную погоду, собрались десятки жителей, чтобы поучаствовать в спортивных мероприятиях. Разогрели публику местные творческие коллективы. Кроме этого, все желающие смогли принять участие в массовой зарядке, сдаче норм ГТО, а также поучаствовать в веселых стартах. Помимо всего прочего, проводились и соревнования по футболу. В общем, спортивный праздник выдался не только развлекательным и веселым, но и очень результативным. Он показал, насколько жители нашего района увлечены различными видами спорта, и что спортом заниматься совсем несложно. Было бы желание. Радостным событием был ознаменован День физкультурника в поселке Нижний Одес, который отметили в минувшее воскресенье. В рамках сотрудничества между правительством Республики Коми и компанией «Лукойл» на стадионе «Нефтяник» появился новый спортивный объект – универсальная площадка для сдачи норм ГТО.
По этому поводу на стадионе устроили настоящий праздник, на который пришли те, кто уже занимается спортом, и те, кто только еще собирается делать в этом направлении первые шаги. Забегая вперед, отметим, что и тем, и другим площадка пришлась по душе. Поздравления и пожелания новых спортивных достижений прозвучали от имени генерального директора «Лукойл Коми» Александра Голованева и директора ТПП «Лукойл Ухта-Нефтегаз» Радика Нагаева. Наше предприятие всегда принимает в таких проектах участие. Один из примеров – это ремонт спорткомплекса «Нефтяник», который был недавно выполнен. Ну, от себя хочу пожелать юным и молодым спортсменам, чтобы данная спортивная площадка была стартом в большую спортивную карьеру. Пусть с лучшими друзьями молодых спортсменов будет свежий ветер, воздух и солнце. Слова благодарности в адрес компании были высказаны от муниципалитета. Очень хочется поблагодарить «Лукойл Коми» за предоставленную возможность вот в этом маленьком уютном поселке еще больше привлекать детей, подрастающее поколение, молодежь к здоровому образу жизни. Комплекс предназначен для различных возрастных групп населения, и заниматься на нем смогут как профессиональные спортсмены, так и любители. Как отметил руководитель Нижнеодесской администрации Юрий Аксенов, в скором времени жителей поселка ждет еще один приятный сюрприз в рамках сотрудничества. Сегодня мы открываем данную площадку, но уже буквально через неделю, может быть чуть-чуть больше, мы откроем еще один подарок от «Лукойл Коми». Это большой игровой детский комплекс, который также появится у нас в поселке. Большое спасибо, еще раз говорю, «Лукойл Коми». Очень рады, что вы нас поддерживаете и помогаете. Как рассказала руководитель ФОЦ-нефтяник Елена Липина, новый спортивный комплекс отвечает всем современным требованиям. В него входят стационарные силовые тренажеры, различные гимнастические лестницы, перекладины, рукоходы, скамейки для пресса и многое другое. Это не первая спортивная площадка, которая сооружена на нашем объекте. Конечно, мы надеемся, что это сотрудничество в дальнейшем продолжится. Мы ждем новых объектов. У нас очень много планов, желаний. И всех хочется поздравить с открытием нашей новой площадки и пожелать успеха в спорте, новых достижений и новых побед. Опробовать уличные тренажеры смогли все желающие прямо во время торжественного мероприятия. Пример показали местные любители занятий воркаут. Успешное начало положено, и теперь каждый сможет прийти на площадку в любое время года, и, что немаловажно, совершенно бесплатно. В Сосногорске после капитального ремонта принимали кровлю дома номер 7А по улице Советской. Результат выполненной работы оценивали представитель регионального оператора, специалисты управления ЖКХ и жители дома. Представитель компании-подрядчика рассказал, что процесс ремонта кровли этого дома, несмотря на то, что здание деревянное, проходил без сбоев, во многом благодаря грамотной организации работы. Работы хорошо проходили, потому что хороший заказчик, очень опытный. Время, конечно, немножко больше ушло на подготовку проектно-сметной документации самого проекта, потому что в период производства работ при проверках были неучтенные кое-какие работы. И жители много что говорили, учесть там какие-то моменты, все делали, старались, чтобы люди остались довольными. Андрей Иващенко также поделился своим ноу-хау, которое бригаде пришлось применять при приведении дымоходов в нормативное состояние. Мы сжатым воздухом продували, это наше распредложение, накачивали хороший компрессор и из квартиры выдували. Особенно по линии на 3-4, у них тяги мало было. Газовики хотели им вообще отключить, и газ почти нету. И мы каждую продули вот так. Как отметил представитель заказчика Николай Щербаков, ремонт кровли деревянной двухэтажки выполнен на твердую 4. Чтобы поставить 5 в старом доме со старой кровлей, это проще все разобрать до нуля и по новой сделать. Тогда будет, конечно, 5. Проблем как таковых не было. На самом деле кровля несложная, скажем, там минимальные изгибов, минимально яндов там и все прочее. Мелкие какие-то технические вопросы были, но они решались, в принципе, в ходе проведения работ. Жительница этого дома Екатерина Зверева сразу давать оценку качеству ремонта не стала. Как рачительная хозяйка, она отметила, что прежде чем сказать, что все хорошо, надо бы прожить под этой крышей хотя бы год. Но при этом Екатерина сказала, что во время последних проливных дождей кровля показала себя на отлично, течи нигде не было. Да и сами работы проводились очень аккуратно, ни грязи, ни большого шума сверху не было.
Стоит отметить, что дом номер 7А по улице Советской до сегодняшнего момента не хотела брать ни одна из городских управляющих компаний. Теперь же, после проведения капитального ремонта кровли, шансы на его дальнейшее регулярное обслуживание резко увеличились. Каждый четверг в рамках муниципального проекта «Доброе, интересное и полезное лето» сотрудники Сосногорской библиотеки имени Якова Рочева открывают для детей летний читальный зал в парке Юготлун. Минувшая неделя не стала исключением. В этот раз темой игровой программы стал животный мир Республики Коми. Каждый четверг библиотека выходит с летним читальным залом сюда, в Юготлун. И сегодня, как всегда, мы здесь. И, как всегда, мы предлагаем своим читателям и пользователям, тем, кто посещает Юготлун, игры по краеведению, игры, связанные с животным миром. Вот, например, сегодня у Натальи Александровны игра у нас такая. И составлять пазлы, из пазла карту Республики Коми. Но это у нас будут делать более взрослые. Пока ребята участвовали в веселой викторине, их мамам и папам предложили собрать карту Республики Коми, попутно отвечая на вопросы. А по окончанию конкурсов каждый желающий смог сделать себе на память оригами из цветной бумаги. А вот на площади Дома детского творчества развернулась целая танцплощадка. Педагоги дополнительного образования совместно с детским общественным объединением «Созвездие сердец» устроили для детей настоящую дискотеку. Ну и куда же без веселых конкурсов? Мы задаем вопрос. Что любишь есть летом самое вкусное? Арбуз. По окончанию мероприятия участникам достались медальки на память, а также хорошее настроение и позитивный настрой.